Красной армии. Они вынуждены покинуть передовую линию окопов и отправляются во вторую линию. Сейчас мы видим, разыгрывается прямо перед вами эпизод захвата пленного. Советские разведчики в маскалатах утаскивают в свой тыл захваченного впереди траншеи немецкого солдата. Их прикрывает огнем группа прикрытия, как положено, в то время как солдаты вермахта пытаются вернуть своего товарища. После первого артиллерийского обстрела немецкие части, отошедшие на вторую линию окопов, опять возвращаются в первую линию, занимают позиции, относят раненых. Немецкий госпиталь находится в задней части, в районе третьей линии окопов. Немецкие части перегруппируются и готовятся к наступлению, потому как их задача с самого начала Курской битвы была именно массированным наступлением пробить оборону Красной армии и выйти на южное направление. Проведенная в начале Курского сражения артиллерийская контрподготовка, когда каждая батарея израсходовала четверть комплекта по заранее разведанным целям, существенно нарушила планы германского командования и задержала начало его наступления. Тем не менее, хотя было уже теперь ясно, что наступление ожидается, германское командование не стало отказываться от своих планов, надеясь на свою новую новейшую технику и на доблесть и мужество своих солдат. Немецкие солдаты, одни из самых опытных солдат времен Второй мировой войны, их твердость в обороне и